Раз. Юта Валерьяновна, пожалуйста, руководителю библиотеки Дома дружбы народов. Спасибо большое. А без микрофона? Слышно, нормально. Слышно, да? Очень хороший. Ничего не. Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня у нас День читателей, и большое спасибо, что открывать этот день предоставлено мне, библиотекарю Самарского дома дружбы народов. Немножечко расскажу, прямо о библиотеке. Наша библиотека собирает литературу по направлениям деятельности Дома дружбы народов. Я их очень кратко перечислю. В первую очередь, это, конечно же, реализация национальной политики Самарской области и Российской Федерации, миграционная политика, безусловно, это воспитание этнической толерантности, многие другие, и самое главное, конечно, это сохранение традиционных культур народов, живущих на территории Самарской области. Вообще, в фонде нашей библиотеки находится литература по всем отраслям социально-гуманитарных знаний. Но, конечно, ядро фонда – это литературу по этнографии, этнологии народов, которые и традиционно живут на территории Самарской области, и так называемые народы-мигранты. Сегодняшняя наша встреча посвящена истории, традициям, проблемам сохранения татарского народа. И поэтому небольшая выставка из нашего фонда, некоторые из вас успели уже познакомиться с ней. Я думаю, что в ваших личных фондах ваших личных библиотек есть уже эти книги, и поэтому они как украшение получается. А я вам сейчас хочу рассказать о наиболее интересных, с моей точки зрения, изданий по истории, культуре, традициях татарского народа. И вот Илья Гумерович сразу заинтересовался, все правильно. Начнем с источников. Истории татарского народа. Кто писал? Именно источники. Итак, арабские источники. Произведение арабского ученого Ибн Русте, известие о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русах, которое было написано в первой половине X века, впервые издано на русском языке в 1869 году. Вот это у меня факсимильное издание, которое было переиздано в 2011 году. Арабские источники. Безусловно, следующий арабский источник – это путешествие Ибн Фадлана на реку Итиль или Волжскую Булгарию. Интересными источниками являются работы персидских ученых о монгольских завоеваниях и истории Золотой Орды. Вот в этой книге Алсу Арслановой остались книги от времен былых. Именно рассматриваются персидские источники. Британский ученый XIX века Эдуард Паркер рассмотрел уже историю татар по китайским источникам. То есть, вот почему я начала с источников, потому что очень много среди наших читателей, это, вот так вот держу, да, среди наших читателей очень много людей, которые изучают историю. Это историки, журналисты, преподаватели вузов, учителя средних школ, студенты, аспиранты, причем приезжают они к нам не только из Самарской области, но и из других регионов Российской Федерации. Издание, которое вы все прекрасно знаете, но тоже считаю, что оно заслуживает внимания. Про болгары на Средней Волге, археологическое изучение древнебулгарских могильников на территории Среднего Поволжья. Вот такое издание уже наших археологов Васильевой Гончарской Волжской Булгарии. Издание посвящено одному из крупнейших городов Волжской Булгарии, который находился на южной окраине ее, Муромскому городку. Исследования наших самарских археологов Кочкиной и Матвеевой, Муромский городок. Вот материалы этой книги легли в том числе и в материалы сборника научных сведений по истории, сборник научно-исторических фактов, который называется «Булгарская цивилизация на Волге». Я так думаю, что у всех она есть в домашнем архиве. Просто еще раз хочу обратить внимание на эту книгу. В зале присутствует ее автор, составитель Валерий Хамитович Шеризданов, да. Очень приятно.
Тут присутствуют, в общем-то, должны присутствовать еще некоторые авторы книг, о которых я хотела бы рассказать. Но вот, к сожалению, нет Шамиля Хайдаровича Галимова, да, и Кржижевского Михаила Владиславовича. Но я об этих книгах расскажу тоже. Дальше. Есть очень много книг, ну не очень много, немного книг по истории Казани. Какие-то выставлены на выставках, просто, может быть, вот такое издание вам неизвестно, может быть, известно. «Древние монеты Казани» называется, тоже археологические исследования на раскопках Казани. Знаменитый, известный казанский автор Султан Шамси. Книга называется «На бранной земле». Книга на татарском языке я, к сожалению, прочитать сама не смогла, но издание повествует об истории Золотой Орды 1360-1380-х годов. Ну, такая публицистика. Следующий раздел, значит, вот эта история была Казани. Да, следующий большой раздел – это, конечно же, этнография татар. На выставке у нас представлены различные группы татар. Это и татары-мишари, и татары-крещены, касимовские татары, польско-литовские татары, татары разных регионов России, в том числе оренбургские татары вот представлены, и, конечно, татары Самарской области. Вот такое издание «Татары Самарского края» было издано в 2008 году. Это материалы научно-практических конференций «История культуры Волжской Булгарии», которая состоялась в 1989 году. Но я так думаю, по-моему, это все-таки библиографическая редкость, вот она не у всех есть. И я хочу сразу сказать не об авторе, а о дарителе. Конечно, фонд нашей библиотеки пополняется в основном за счет дарителей, вот за счет тех неравнодушных людей, которые понимают, да, что сохранять свою культуру, язык и так далее можно средствами библиотечных ресурсов, поскольку к нам ходят очень много, я говорила уже, студентов, школьников на экскурсии. Вот, и во всяком случае эти книги не затеряются. А очень много книг по вот, татарской тематике подарил нам Шамиль Салимудинович Багаудинов, которого сегодня нет, к сожалению, но я ему через вас выражаю свою благодарность, потому что он достаточно много изданий подарил фонд библиотеки. Они здесь вот все находятся. Михаил Владиславович Кржижевский, самарский преподаватель, издал вот такую небольшую брошюрку, учебное пособие, называется «Самарские татары. Страницы истории, особенности культуры, перспективы развития туризма». Сюда вошли материалы полевых исследований в те татарские села, в которые он сам ездил. И как бы в продолжение его же пособия «Традиционные ремесла и промыслы Самарской области и возможность их использования в туризме». Он вообще-то специалист по туризму, но вот в это последнее издание как раз вошли и промыслы татарского народа. Вышивка, я просто уже даже не помню какие. Хотела его тоже поблагодарить, но вот он обещал прийти, не пришел. Но тем не менее, очень интересное издание. Недавно прошла конференция в пятницу «Проблемы этнокультурного развития народов Урала-Поволжья». Там оказалось, кстати говоря, несколько авторов книг, которые есть у нас в библиотеке. И одна из них Уразманова, которая вот написала эту книгу «Обряды и праздники татар Поволжья и Урала». Это издание есть вот как в печатном виде, так и в электронном виде. То есть если вот кому-то нужно, вот особенно студентам, да, вдруг будете изучать, то если можете брать у нас в библиотеке, в общем-то, это и где-то в интернете это все выставлено. Шамиль Салимудинович вот подарил такое замечательное издание «Татарский танц». Тагиров, тоже библиографическая редкость, велел никому не выдавать народ, потому что действительно очень редкое издание. А приходят, в принципе, к нам и студенты Академии культуры и искусств, которые ставят азербайджанские, татарские танцы, индийские, разных народов, но прежде чем поставить вот хореографическую часть, у них в задании нужно написать историю татарского народа, поэтому как бы мы тоже это используем. Безусловно, я должна была бы начать обзор этот небольшой с духовной культуры татарского народа, но я не стала приносить сюда Коран, поскольку в каждом доме у вас имеется эта священная книга. Просто проинформирую, что в библиотеке Дома дружбы народов у нас как бы 3 издания: Коран на татарском языке, и Коран в переводе Крачковского, и Коран в переводе Османова. Те, кто изучают, сравнивают, вот для вас, для информации,
что есть. Конечно, на выставке присутствуют книги Идеала Мусимовича Галиутдинова, «Свет истины», Шамиля Хайдаровича Галимова, посвященные 120-летию Самарской исторической мечети, библиотека, которая сегодня здесь присутствует. Вот есть такое интересное издание «Ислам в Российской империи», просто вот вам для информации, где опубликованы законодательные акты Российской империи с середины 17 века по начало 20 века, касающиеся взаимоотношений вот российского государства с мусульманскими народами. Вот многие книги есть по исламу, можете прийти посмотреть, просто я все не могу. Не могла принести. Вот такое издание, которое вы тоже все хорошо знаете, очевидно, Юзеев, «Татарская философская мысль» конца 18-19 веков. Просто, опять же, для информации, чтобы это не затерялось, вот особенно для студентов. В этой книге отражены как домусульманские верования татар, как ислам в Волжской Булгарии и Золотой Орде, религиозные деятели. Кстати говоря, вот опять же, по-моему, в последнем номере «Самарских татар», журнала «Самарские татары», статья Галимова, по-моему, посвященная самарскому имаму Мухаммеду Фатыху Муртазеву. Я правильно называю. Вот. И, кстати говоря, вот в альманахе «Самарский краевед» есть статья Юлии Гусевой об этом имаме, чтобы, вот, если интересно, могли бы вы прочитать. Кстати говоря, книги, сейчас я точно прочитаю, Юлии Гусевой «Ислам в Самарской области» и Гибадуллиной «Мусульманские приходы в Самарской губернии» во второй половине 19-го, начала 20-х веков у нас в традиционной печатной форме нет, но есть в электронном виде. Поэтому, если вы интересуетесь, у меня готовый уже скачанный материал, я могу вам сбросить. Если нет, просто найти в интернете, тот, кто интересуется этой темой. Ну и, конечно же, в библиотеке Дома дружбы народов хранится художественная литература на русском и татарском языках знаменитых, известных татарских писателей, поэтов. Все равно перечислю, хотя вы всех их знаете, конечно. Габдулла Тукай, конечно, Муса Джалиль, я уже зачитываю, боюсь пропустить, Гаяс Исхаки, Амирхан Енихи, Фатих Амирхан, Хадид Акташ на татарском языке. Безусловно, книга Гакиля Сагирова, но вот у нас старое издание, поэтому если вдруг у вас есть какое-то лишнее издание более новой книги Гакиля Шайхуловича Сагирова, то мы с удовольствием примем в дар. Фархат. Наверняка у вас есть. Вот. Ну и среди последних выступлений по художественной литературе, просто вы знаете, просто вот чтобы проинформировать, сказка Габдуллы Тукая «Шурали», изданная на 15 языках народов мира. Спасибо за внимание, я очень кратко. Вопросы есть? Да нет, это нет, не обязательно, просто приходите, пожалуйста, в библиотеку Дома дружбы народов. Я, конечно, не могла сюда вам предоставить всю литературу, но вот наиболее яркие такие издания, которые используют, еще раз повторю, члены национальных культурных организаций, журналисты, историки, писатели, в конце концов, студенты, аспиранты. То есть они у нас есть, и мы все это собираем. Большое спасибо за внимание.